МВД Таджикистана предупреждает о группе мошенников в соцсетях от имени «Газпром Инвест». Казахстан впервые проголосовал против резолюции ООН о выводе России войск с Украины. Китай захлестнула новая волна заболевания COVID-19. Великобритания поставит Украине боеприпасов на 250 000 фунтов стерлингов. Министерство внутренних дел Таджикистана сообщает об организованной мошеннической группе, которая орудует в социальных сетях и призывает граждан быть осторожными. Доводим до сведения граждан, что в последнее время в социальных сетях, в частности в Facebook и Instagram, появились мошенники, которые выступают от имени транснациональной энергетической компании «Газпром Инвест», сообщает пресс-центр МВД. Мошенники в видеообращении подчеркивают, что якобы председатель правления компании «Газпром» совместно с парламентом страны с целью улучшения жизни населения республики начало реализацию микроинвестиционной программы. Мошенники заверяют, что эта программа направлена на получение выгоды от инвестирования в фондовые, валютные и другие рынки, отмечается в сообщении. В этой связи МВД призывает граждан страны, чтобы не оказаться в сети мошенников, не прислушиваться к сомнительным предложениям незнакомых людей. Казахстан впервые после начала военного конфликта в Украине проголосовал против резолюции ООН, требующей от России прекращения военной агрессии и вывода вооруженных сил с территории Украины, передает Globe.kg. Генассамблея осудила действия России по использованию Крыма с целью агрессии против Украины и попытки незаконного захвата Херсонской и Запорожских областей. Также в документе упоминается о требовании немедленно прекратить военное вторжение в Украину и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы с территории страны. За принятие резолюции о нарушении прав человека в Крыму и Севастополе проголосовали 82 страны. 80 воздержались, а 14 высказались против. Таджикистан в списке воздержавшихся. Среди тех, кто проголосовал против, Россия, Беларусь, Казахстан, Китай, Иран, Северная Корея, Сирия и другие. Резолюция о нарушении прав человека в аннексированном Крыму рассматривалась Генеральной Ассамблеей ООН 15 декабря. Казахстан официально не осуждал военное вторжение России в Украину и ранее, как и все остальные страны Центральной Азии, воздерживался во время голосований. Бюро статистики Китая 17 декабря сообщило о 2000 новых случаях заболевания COVID-19 на всю страну. Однако после того, как Госкомиссия КНР по здравоохранению перестала с 14 декабря указывать число новых бессимптомных случаев заболевания, эта статистика совершенно не отражает реальный размах заболеваемости. Reuters сообщает, что несмотря на 0 в графе смертельных случаев по причине коронавирусной инфекции, за последние 10 дней морги и крематории Пекина не справляются с нагрузкой. Улицы крупных городов Китая практически остаются пустыми, несмотря на ослабление коронавирусных ограничений. Многие жители либо больны, либо стараются не выходить лишний раз из дома, чтобы избежать заражения в условиях серьезной нехватки лекарственных препаратов, сообщает Reuters. Главный эпидемиолог Китая Ву Цунцзю заявил в субботу, что в стране в ближайшие 3 месяца предстоит пройти через 3 волны заболеваемости COVID-19, и первая из них уже началась. Великобритания поставит Украине еще сотни тысяч артиллерийских боеприпасов для обороны от российской агрессии. Премьер-министр страны Риши Сунак представит новый проект военной помощи на сумму 250 миллионов фунтов стерлингов в понедельник 19 декабря в Риге на встрече стран-участниц Объединенных экспедиционных сил. Как заявили в резиденции британского премьера на Даунинг-стрит, готовящийся контракт на 250 миллиардов фунтов обеспечит постоянные поставки необходимых артиллерийских боеприпасов в Украину в течение 2023 года. С начала полномасштабного вторжения войск Российской Федерации в Украину Великобритания уже поставила более 100 тысяч боеприпасов и другого военного оборудования, включая несколько реактивных систем залпового огня и 125 зенитных установок, подчеркивается в сообщении.